День памяти и скорби проходит сегодня по всей России. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. С этого момента и началась Великая Отечественная война. Как этот день прошел в Якутске, расскажет Павел Танин. 22 июня 1941 года навсегда останется в истории нашей страны. В этот день на спящие города на границе страны обрушилась вся мощь фашистской Германии. Этот день стал не только для нашей страны, для всего мира самым скорбным за всю современную историю человечества. Началась кровопролитная война, в которую втянулись многие страны мира. Об этом глава Якутии сказал во время церемонии возложения цветов в честь Дня памяти и скорби на площади Победы Якутска. В акции приняли участие первые лица республики, представители городской администрации, ветераны войны и общественность. И как было отмечено, самое главное, чтобы память о тех годах никогда не угасла. Помним для того, чтобы не было войны. Это главное. Не потому, что мы победили, а потому, чтобы не было войны. Для каждого человека, который приходит в этот мир, это очень важное понимание. Чтобы он жил жизнь данную здесь красиво, счастливо, радостно, завел семью, чтобы были дети, чтобы он долго жил. Это общая задача человечества, наверное. И наш народ российский прилагает все усилия к тому, чтобы во всем мире это понимали и видели. Знали. Мы помним об этой войне не потому, что мы велики. Мы помним о этой войне, чтобы не было войны. Часом ранее в мемориальном комплексе солдат Туймады прошла другая акция. По большей части она была ориентирована на подрастающее поколение. Участники также возложили цветы, а после на березах, растущих в мемориале, повязали маленькие колокольчики. Колокольчики именно память. Когда будет ветер, они будут как-то звучать. И вот, скажем, площадь солдата Туймады будет наполнена таким маленьким колокольным звоном. Я думаю, что это очень хорошо. Добавим, что такую акцию в городские власти совместно с Министерством молодежи Якутии планируют проводить ежегодно. Павел Танин, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.